В Якутске по адресу переулок Базовый, строение 17 открылся первый музей ретро-автомобилей в Якутии. На выставке представлены автомобили отечественного автопрома, начиная от прототипа американского Форда ГАЗ-А и заканчивая легендарным ГАЗ-3105, который стал последним полетом «Чайки». Одним из величественных экспонатов музея является ЗИМ или ГАЗ-12, советский шестиместный большой седан, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе и выпущенный в 1952 году. Как рассказал ЕСЯ владелец автомобиля Ярослав Арбугин, автомобиль родом из Украины. Там он принадлежал одному из академиков наук, а в 70-е годы частник пригнал его в Якутск и через 20 лет продал Ярославу. Автомобиль пока не отреставрирован, но на ходу при полном комплекте. Под капотом все родное. О цене этих раритетов знатоки приучены громко не говорить, ведь самый скромный олдтаймер, так называют автомобили, выпущенные до середины 20 века, могут стоить от 20 тысяч евро, и предельной цены нет. Причем каждый год эти машины дорожают как минимум на 15%, ведь с точки зрения коллекционеров, реставраторов, старый автомобиль как произведение искусства. Современные автомобили, они сейчас уже стали как бытовая техника. То есть все одинаковые. Вторые машины были каждая со своей индивидуальностью. Большинство автомобилей, представленных на выставке, пережили не один десяток лет, но есть еще лошадиные силы под капотом. Например, вот этот ГАЗ М-20, который все знают как «Победа», использовался в послевоенное время как первое такси в нашем городе Якутске. Сохранился полностью первозданный вид автомобиля. И дизайн, и сиденье, и даже счетчик проезда. К слову, этот автомобиль полностью на ходу. В этом году, в День Победы, 9 мая, на нем ездили на парад. По словам организатора выставки, они стараются сохранить или воссоздать первозданную оригинальность автомобиля, даже если он был выпущен в начале прошлого столетия. Как, например, Ford А 1936 года выпуска, первый легковой автомобиль, который появился в Якутске. Его реставраторы нашли на границах Ангаласского и Алекминского районов. По легенде, на этом автомобиле ездил сам Платон Аюнский. Этот автомобиль, значит, как изначально, когда мы поехали, легенда была такая, что это на ней раньше ездил Платон Аюнский, но идентифицировать этот автомобиль очень сложно, этот ли автомобиль, потому что некоторые части кузова не сохранились, цвет тоже не сохранился, очень сложно сказать. Но факт то, что этот автомобиль сейчас находится в Якутске, мы будем его заново реставрировать полностью. Сейчас, можно сказать, эти автомобили хороши тем, что нужно это все восстанавливать и как бы примерить себя водителем тех лет. Это очень интересно, как бы попадаешь в прошлое. Вот еще один интересный экспонат – ГАЗ-3105. Этот автомобиль считается автомобилем высшего класса, то есть на нем ездили только чиновники и высокопоставленные лица. Как мы видим, эта последняя «Волга» действительно является одной из самых комфортабельных, даже учитывая то, что реставрация этого автомобиля еще не началась. Здесь довольно просторно, может поместиться человек любой комплекции, то есть любой чиновник, и даже есть свой небольшой мини-бар для коньячка. К слову, у автомобиля задние сиденья, центральный замок и стеклоподъемники – все электрическое, стоит лишь нажать кнопку. Это самый редкий экземпляр, который лет через 10 будет мечтой любого коллекционера раритетных автомобилей. А вот такая «Волга» ГАЗ-21 остается символом Советского Союза. В те годы автомобиль продавался за 5100 рублей. Сейчас ее в Москве коллекционеры готовы купить и за 2 миллиона. Современным российским машинам никак не удается выйти на европейский рынок, а уже в те годы ГАЗ-21 продавалась в Европу, страны Скандинавии, даже в такие отдаленные уголки мира, как Индонезия и Куба, и была звездой советских фильмов «Как берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука». Блестящий шедевр прошлого столетия был куплен организаторами выставки всего за 50 тысяч рублей у прежнего хозяина и полностью воссоздан в оригинальный свой облик. К слову, на ней и сейчас можно прокатиться по современным дорогам. На выставке можно было увидеть не только шедевры отечественного автопрома, но и бытовые вещи прошлого столетия, как швейные машинки, кинопроекторы и многое другое. Это бесспорно интересная выставка, которая словно по волшебству возвращает нас в эпоху Советского Союза, продлится до конца октября. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, Николай Необутов, ЕСЯ.